الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Осталось примерно 52 дня до Рамазана, то есть очень и очень мало. Однако месяц этот, великий месяц, требует от нас особого усердия, особого старания. И этот месяц приходит для нас как урок, для того, чтобы обучить нам, привить нам некоторые качества, приучить нам некоторые поклонения. Поэтому очень важно не остаться небрежным к этому месяцу, и поэтому заранее подготовиться. И если даже кто-то из нас не сможет дожить до этого месяца, то Аллах Субханаху ва Тааля, как мы знаем, награждает нас за нияты. Поэтому даже есть такое высказывание: ният верующего лучше, чем его дела. Ният верующего лучше, чем его дела, так как дела при неправильном нияте не принимаются, но при этом, если у человека есть ният, и он не смог осуществить то, что намеревался, Аллах Субханаху ва Тааля запишет так, как будто бы он хотел, так, как будто бы он совершил это действие, как будто бы он совершил это действие. Поэтому и вот эта подготовка тоже очень важна. И мы на этом уроке пройдем, почему именно пост в Рамадане, вот этот саум, очень важен для нас. И в Бадаю Саная книге автор говорит: «Анна саума василятун иля шукри ни'матин». То есть Аллах Субханаху ва Тааля одаряет нас бесчисленными нигматами, бесчисленными благами, милостями. И Аллах Субханаху ва Тааля требует от нас всего лишь благодарить Его за это. Благодарить Его за это. Он разрешает пользоваться этим, если, конечно, это не переходит рамки дозволенного шариатом, если это не используется для харама, то Аллах Субханаху ва Тааля позволяет нам, разрешает нам использовать эти блага. Однако Он просит от нас, чтобы мы признавали, что эти блага пришли от Аллаха Субханаху ва Тааля, и признавали, и делали шукр, использовали эти блага на те пути, которыми доволен Аллах, которые Он разрешил для нас, и чтобы мы не забывали, что это от Него. И вот этот пост как раз, говорит, один из способов для того, чтобы быть благодарным за те блага, которые Аллах Субханаху ва Тааля дал нам. Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране, то, что Аллах Субханаху ва Тааля дал человеку все, что ему нужно для этой жизни, все же для того, чтобы он смог жить, для того, чтобы он мог существовать. И потом говорит: «Ва ин таудду ни'мат Аллахи», если вы постараетесь все это сосчитать, все это записать, ля тухсуха, то не сможете это сосчитать. «Ва инналь инсана ля залюмун каффар», а человек, он залюм, каффар, он из его качеств, он то, что не хочет соблюдать права других, и то, что каффар, он забывает те блага, которые ему были даны. И поэтому вот пост говорит: «Ас-сауму инна сауму василятун иля шукри ни'матин». Пост — это является одной из способов достижения к тому, что требует от нас Аллах, а это шукр, это быть благодарным Аллаху Субханаху ва Тааля. Так как говорит «Идх хуа каффун нафс», так как это сдерживание себя. Во время поста ты сдерживаешь себя от еды, от питья, от интимной близости. А это, говорит, «Ва аннаха мин аджалли ни'ам ва аляха», это одно из
самых больших нигматов, самых больших благов, которые Аллах Субханаху ва Тааля дал человеку. И человек сдерживается не все время, а определенное только время, так как в исламе Аллах Субхану ва Тааля говорит про те народы, которые ввели в свое поклонение монашество. Он говорит: «Варахбани ибтадауха ма катабнаха алейхим». И монашество они сами придумали, и мы им не предписывали. И это они этим хотели достичь довольства Аллаха. «Фама раауха хакка риаятиха». Однако они, желая достичь этим довольства Аллаха, но при этом противоречия природе человека, Аллах Субхану ва Тааля даровал же какую-то природу человека, также он хочет кушать, он хочет пить, он нуждается в каких-то вещах. И Аллах Субхану ва Тааля сделал таким человека. Если бы он таким человеком не сделал, то человек бы не существовал. И Аллах Субхану ва Тааля нигде никогда не выходил и не просил нас отказываться вот от этой нашей сущности. Однако Аллах Субхану ва Тааля побуждает нас делать ограничения для них. Делать ограничения, то есть не выходить, ограничения подразумевается под собой не выходить за рамки, которые Аллах установил. И Он создал все для вас, все, что есть на земле, для вас. То есть все, что есть на земле, все можно использовать, кроме того, что запретил Аллах Субханаху ва Тааля. И так как в общем монашества и нету, но Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что есть польза, если человек совершает это ограниченное время. Не все время, а какое-то ограниченное время. Как бы воспитывая себя, как бы приучая себя. И говорит, человек часто забывается, он, живя этой жизнью, погружаясь в заботы этой жизни, начинает забывать те милости, которые Аллах Субханаху ва Тааля дал ему. Однако, когда он начинает терять эти милости, Ураза, он отказался от этих милостей также, он потерял их, он начинает терять, и он начинает вспоминать про них. А как же хорошо воду попить, оказывается, а как хорошо, оказывается, что-нибудь покушать. И вот начинает вспоминать, а есть же еще такие милости, которые Аллах Субханаху ва Тааля дал нам, однако мы забыли. «Фаамма би ни'мати раббика фахаддис». И рассказывайте про милости Аллаха, которые Он вам дал. И вот это, то, что он вспоминает, вот эти забытые милости, и бывает, что человек в тяжелой ситуации, вот смотрите, человек попал в тяжелую ситуацию, у человека какие-то проблемы появились, какое-то баля пришло. И при этом Аллах Субхану ва Тааля до этого нам сказал, что милости, которые нам оказал, бесчисленны. Это получается, когда нам пришли какие-то трудности, когда к нам пришло какое-то баля, испытание от Аллаха Субхану ва Тааля, у нас ушла какая-то часть из вот этих бесчисленных. Вот часть только. Иногда даже не часть, а 1-2 только. 2 милости, которые Аллах Субхану ва Тааля одарил нас. И мы впадаем в стресс, начинается у нас стресс, появляется у нас печаль, появляется у нас грусть. Хотя из бесчисленных количеств пропала только какая-то часть. И то Аллах Субханаху ва Тааля говорит, если ты выдержишь это, то Аллах Субханаху ва Тааля заменит тебе этим, вместо этого лучше то, что у тебя было. Вот это надо. Это очень трудно понять, это очень трудно принять для человека, потому что человек не хочет принимать такие вещи. Но это истина, которая есть. Если сосчитаете милости Аллаха, если захотите их объемлить своим знанием, не сможете. А когда приходит, говорю, несчастье, это что? Пропадает только 1-2. И вот мы забываем вот о этих милостях, когда у нас
все идет хорошо, когда мы занимаемся вот этим миром, когда мы занимаемся теми делами, которые должны заниматься. И вот эти милости, они забываются. И поэтому вот когда приходит какая-то тяжесть, мы начинаем ворчать, мы начинаем скулить, мы начинаем зорланырга, то есть начинаем говорить, почему так, а почему не так. И вот этот пост нам помогает вспомнить вот эти милости. И мы начинаем выполнять право этих милостей. Это шукр. Милость ушла, мы делаем сабр. Милость пришла, есть, мы делаем что? Шукр. Благодарим Аллаха. Милость уходит, мы терпим. Милость приходит, или она есть, мы благодарим Аллаха Субханаху ва Тааля. И вот так жизнь человека между терпением и благодарностью. И за все это Аллах Субханаху ва Тааля обещал нам большие и большие награды. И вот эта благодарность за милости, которые Аллах Субханаху ва Тааля дал нам, это является фарзом. Это фарзом является для человека, фардом. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля после того, как про пост рассказал, кому можно не держать пост, какие он дает облегчения в религии, Аллах Субханаху ва Тааля в конце этого аята, суре Бакара, 185 аяте, говорит: «Ла'аллякум ташкурун». Смотрите. Зачем все это было? Зачем этот пост был? Зачем надо было вот это держать? Зачем надо было нам отказываться от этих милостей, которые Аллах Субханаху ва Тааля дал? Аллах Субханаху ва Тааля объясняет одной из мудростей поста: «Ла'аллякум ташкурун». То есть все это нужно было только для того, чтобы мы были благодарными. То есть это то, что мы в основе и должны делать. Благодарить Аллах Субханаху ва Тааля за те нигматы, за те милости, которые Он нам дал, это мы должны делать. И Аллах Субханаху ва Тааля дает нам помощь, не оставляет нас просто так на самих себя, и дает нам помощь для этого, и вменяет нам в обязанность, так назовем, монашество на определенное количество дней. Так как больше этого количества дней, это не считается нормальным в исламе. Когда к дому пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришли 3 человека, и один сказал, и спросили, как поклоняется пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и после того, как им сообщили, они подумали, что этого недостаточно для нас. Так же делать, как пророк. Потому что пророку были прощены грехи, а у нам не прощены грехи. И, говорят, посчитали, что это мало для них. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда услышал это, он поднялся на минбар, и из его привычек пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он никогда не ругал человека в лицо, то есть редко такое было. И если он говорил про какой-то порок при людях, он говорил обычно, что случилось с людьми, почему люди делают так-то и так-то, или среди нас есть такие люди, которые делают так-то и так-то. Просто в общем говорил, что есть такой порок, и его надо исправить. И вот эти 3 человека, один из них сказал: «Я никогда не женюсь, я откажусь от этого». Посчитал, что в этом есть благо. Отказаться, хотя он желает этого, у него есть стремление к этому, у него есть возможность шахват к этому, но он будет себя сдерживать и не будет жениться. Второй человек сказал: «Я буду ночами напролет читать намаз». То есть у человека есть такое, человек, ему дано несовершенное тело, который болеет, который устает, чтобы он прошел испытание. Если бы ему совершенное тело было дано, он не смог бы, то есть испытание не было бы испытанием. Поэтому ему совершенное тело было дано только в раю, или для рая, или для ада. И вот,
И человек устает, он нуждается во сне. Если человек нормально не спит, то его мысли путаются. Вот студент бывает, весь год не учится, а перед экзаменом начинает зубрить. Экзамен, возможно, и сдаст он, но после того, как он выйдет из экзамена, он ничего не помнит. Потому что он заучил его тогда, когда тело не было готово для заучивания. Аллах Субхану Тааля так сделал человека. Если человек что-то делает из силы, то есть он хочет спать, но он сидит, то в этом не будет особого бараката, потому что это не путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это не путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому знания все у него забываются. Или бывает такое, что он начинает путаться во время экзамена. Вот. И он сказал, я не буду спать, а буду ночами намаз читать. То есть противоречит его природе. Другой человек сказал, я буду каждый день поститься. Опять же противоречие природе. Потому что это будет ослаблять его день за днем. И опять он выйдет за природу человека. За те возможности, которые наделил его Аллах, субханаху ва тааля. Поэтому неправильно, когда человек, в особенности, когда принимает важные решения, если он принимает эти важные решения на грани своих возможностей. Смотрите, пускай судья не судит, если он голодный. Судья, у него есть многолетняя практика. Эти дела повторяются. Но и все равно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещает ему выводить важные решения по отношению к другому человеку только на основании того, что он голодный. Потому что этот голод, голод его приводит к тому, что он думает об этом. А если он думает об этом, значит его мозг уже занят чем-то. И он человек, и он может ошибиться. Мы люди из-за этого и ошибаемся часто. Бывает, что не поспим нормально. Бывает, что нормально не покушаем. Мы иногда неправильно кушаем. А тело-то оно создано так, что оно нуждается в этих вещах. А человек не думает, я буду так. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, часто указывал на это сподвижникам, что это неправильно. Есть границы, соблюдай эти границы. Есть желательные посты, если хочешь так. Они, так. Их не так много, чтобы сделать человека слабым. Если хочешь читать намаз, не читай всю ночь. Поспи, отдохни, встань и на свежую голову прочитай 2 раката Ихлас и Нас суру. Это для тебя будет лучше, чем ты полусонный будешь всю ночь Бакару читать. Это для тебя будет хайры, потому что ты в этом случае, во втором случае, когда Ихлас и Нас, или Каусар, скажем, и Ихлас читаешь, или Аср суру, ты в этом случае по правде общаешься со своим Господом. А там ты думаешь, как бы перебороть свой сон. И у тебя как такового общения нет. Поэтому это важно, этот пост. И Аллах Субхану Тааля дал нам это временно почувствовать, эти нирмы, дал нам это временно, когда мы можем себя воспитать, отделить себя от этого комфорта и приучить себя вспоминать милости Аллаха Субханаху ва Тааля. Второе, говорит ученый, вторая польза поста. Мы же говорим, сейчас мы будем уроки, которые подготовка к посту. Почему нам важна эта подготовка? Первое, потому что мы научимся шукр из этого поста. Если ты не будешь подготовленный, ты не научишься этому. Вторая польза, ля аллякум таттакун.
То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, приписан вам пост, как был предписан до вас. Для чего? Для того, чтобы вы стали остерегающимися. Таква, остережение. Чтобы вы научились остерегаться гнева Аллаха. Те пути, не заходить в те пути, остерегаться тех путей, которые приводят к гневу Аллаха, к недовольству Аллаха. Так как ты в это время, во время поста, лишаешь себя того, что обычно в жизни тебе разрешено. Аллах Субхану ва Тааля разрешил кушать, разрешил пить, разрешил интимную близость, с условиями, естественно, все это. И ты лишаешь себя того, что является халялем, того, что является мубахом. Для чего лишаешь себя халяля, разрешенного? Для того, чтобы достигнуть довольства Аллаха, боясь Его мучительного наказания. То, если ты приучил себя правильно воздерживать в Рамазане от этих вещей, то тем более после Рамазана сможешь воздерживаться от того, что запретил Аллах. А ведь то, что запретил Аллах, нету в нем пользы для человека. Это только то, что вредит человеку. То, что Аллах Субхану ва Тааля разрешил, там есть польза для людей. А в том, что запретил Аллах Субхану ва Тааля, в основном там вреда больше, чем пользы, как Аллах Субхану ва Тааля говорит. Вреда больше, чем пользы. И ты уже начинаешь понимать, в первом случае ты понял, что это милость Аллаха Субхану ва Тааля. Во втором ты уже остерегаешься от того, что принесет тебе вред. Ты учишься остерегаться от того, что принесет тебе вред, и остерегаться тех путей, которые приводят к недовольству Аллаха. Поэтому пост станет причиной для того, чтобы ты смог остерегаться от запрета Аллаха. И при этом это тебе обязательно. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ла'аллякум таттакун». Пост был предписан для того, чтобы вы приобрели вот это качество. Умение остерегаться запретного. Умение, таква слово, богобоязненность приходит, но у слова богобоязненность не объясняет сам смысл вот этого слова. Более правильно это остерегаться. Умение остерегаться тех путей, которые приводят к недовольству Аллаха, которые приводят к гневу Аллаха. Третья польза, то, что пост помогает контролировать свои шахваты. Пост помогает контролировать свои желания. Человек когда грешит? Когда его желания выходят за рамки разрешенного. До рамок за разрешенного Аллах Субхану ва Тааля разрешает, даже приказывает: «Кулю вашрабу», кушайте, пейте, говорит. «Ухиллят лякум лайлата ссиями рафату иля нисаикум». И разрешено вам в ночь поста приближаться вам к своим женам. И вот это Аллах Субхану ва Тааля говорит и объясняет нам, то, что нету ничего плохого в том, чтобы ты хотел кушать или кушал. Нет ничего плохого в том, чтобы ты хотел пить и пил бы. И вот в этих вещах нету ничего плохого, пока они не переходят рамки дозволенного и пока они не начинают управлять твоим разумом. И пока они не начинают управлять твоим разумом. И вот пост помогает нам уметь контролировать вот этими желаниями. Доказательством на это являются слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда он собрал молодежь и сказал: «Я ма'шар аш-шабаб», о молодежь, «Ман истата'а минкум аль-ба'ата», тот, кто может на себя взять заботу о своей жене, то пускай фальятазаввадж, пускай женится. Пускай женится, говорит. А если не сможет, то пускай держит пост. И он будет ляху виджаан. То есть пост будет для него преградой, так как кровь
сжимается, пути крови сжимаются, шайтан уже меньше может ходить, двигаться, передвигаться, васваса ослабевает, и человек учится посредством этого уже контролировать свои эмоции, контролировать свои желания. И вот это третья польза поста. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, если вами одолевает сильное желание, но вы не можете никак жениться, нету возможности, то держите пост. И пост поможет вам контролировать вот эти свои желания. Правильный пост. И вот эти три пользы, которые указал автор Бадаю Саная, исходя из Корана и изречения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и вот стремясь достигнуть вот эти пользы, которые указал автор, иншаллах, будут эти уроки для того, чтобы наш пост был правильным, для того, чтобы мы не начали уже задавать вопросы во время поста, потому что в основном начинают вопросы уже задавать, когда пост уже начался. Человек не задается вопросом, прежде чем начаться пост, также задается вопросом, когда вот пост сделал, и он ошибку сделал, он до поста не учился, не приобретал знания, если даже когда-то приобрел знание, не повторил это знание, что очень тоже плохо, потому что знание, оно, как бы хорошо ты его не выучил, оно что делает? Уходит, забывается. Его надо поднимать, пылинки стряхать с этих листочков, которые у тебя хранятся в голове, и вспоминать, приобретать что-то новое. Человек каждый день должен получать знания. Если он не получает знания, то Аллах Субхану Тааля предупредил нас и сказал, просите у Аллаха Субхану Тааля, чтобы Он повел вас путем тех, кому Он оказал свою милость, а не путем тех, кто не приобретает знания или приобретает знания, но не действует по ним. Поэтому, чтобы не быть одним из этой группы, мы должны уже заранее подготовиться. Но на следующую неделю урока, скорее всего, не будет, потому что мне надо в Булгарс поехать. Там будет съезд. Будет через неделю, получается. На следующей неделе не получится, скорее всего. Если получится, то объявим, что получится. Если не получится, то тоже объявим. Иншаллах, субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука. Иншаллах, субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука. Иншаллах, субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука. Иншаллах, субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан الله أكبر الله